Сборы идут полным ходом. О, помещается, да? Да. Отлично. Время снимает, да? Поэтому осторожно, в туалет ходить, там, то все. Особенно с квадрокоптера буду лететь, там за камнем будешь сидеть. Было так. Тянуть уже дальше некуда, нам надо выезжать. Наша экспедиция состоит из двух групп. Первая, это наша машина будет, она выдвигается сейчас по маршруту федеральной трассе от Якутска до Мирного. По пути будет 4 переправы. Возможно, там будет и очереди, и всяко разно, поэтому сейчас время есть, можно ехать. Водителю, конечно, надо первое время по трассе ехать, привыкнуть к габаритам. У нее радиус достаточно большой, разворота. И нам приключения по дороге не нужны. Поэтому будут остановки, ночевки, да, далеко не отлучаться, не уходить. Всегда предупреждать друг друга, кто куда пошел. Знаете, что мы поедем по зимнику, по которому машин мало, попуток мало будет. Поэтому нежелательно нам никакие эксцессы, травмы и так далее. Чтобы не заблудились. Все равно грибы будут и так далее. Будем собирать под нужный корм рыбу. Где будет, она будем ловить. И есть предложение от Ивана там по реке Алгуйдах. Там много легенд всяких ходит о том, что есть медные котлы, там какие-то достопримечательности. Но это мы будем на обратном пути. По хорошей дороге медленно ехать всегда тяжело. Но учитывайте, что у нас эти покрышки стираются. Они и так сотрутся, наверное. Но чтобы минимизировать это, быстро не ехать. Старшим сейчас будет Иван. Он и водитель, дорогу знает, людей знает. Я вас догоню в Мирном, наверное. Пытаемся подобрать давление под асфальт, потому что колеса на самом деле начали сильно стираться. Зимой такого не было. И тут, хочешь сказать, прямо столько ушло? Это какой-то, как-то странно. Друзья, мы наконец начали наше путешествие. На бурлаках это уже летняя экспедиция до поселка Оленек. Сейчас мы движемся в Мирный, пока это часть нашей команды. Вот ребята Иван, Александр и Иван. Вот наша стартовая команда. Николай Александрович к нам присоединится в Мирном. И еще у нас там несколько человек попозже, да, будет? Да. И второй бурлак едет из Кургана. Ну все, погнали. По коням. Погнали. По коню. Установили датчики температур. Вот сейчас остановились возле кафе «Дальнобой». И завтра хотим вот развал схождения сделать в сервисе. Я хотел уточнить, вот рулевой наконечник, он же в рычаг заходит, правильно? Да. И его мне надо со ступицы откручивать, чтобы она сама откручивалась, или этим сзади болтом ее затягиваешь? Делаем развал схождения. Заехали в автосервис. Бердигистяки.
Мы пока идем завтракать. Вчера нам сообщили, что в Якутск пришел дым. И вот он с утра добрался и до сюда. 180 километров мы от Якутска примерно. Куча кипок висит. Наверное, забывайте. Даже носок. Тарелка была в грузи. Приятного аппетита всем. Все, позавтракали. Что у вас в руках? Курники. Самые вкусные курники. Знаменитые на всей Якутии, да? Курники, Которые мы не съели. Они настолько вкусные, что мы оставили их на ужин. Все готово. Вот механик Николай Кубаров. Очень приятно. Все готово, да? Все готово, ну, проверили. Ставили, заварили. Сталинка проедем Не знаю. и обратно. Проедьте. Хорошо. Дорожный. Там же вообще все такое мощные агрегаты, да, везде. Это особый навык, наверное, нужен для этого. В принципе, да. Учиться надо, заканчивать. Опыта набирать. Опыт самое главное. Теперь надо немножко вперед-назад, так вот пошевелить колеса. Заварили пружины еще, ребята. Лопнуло. Ну все, сделали, все хорошо. Спасибо им. Везде есть друзья, братья, родственники. Вот, вот с кем-то едешь там по экспедициям. Да, у нас в республике так. Ну, все дела сделали. Покидаем горный район, поселок Бердигистях. И движемся дальше. Река Вилюй. Наконец-то. Это Иван Ильичев. Ну, сын Александра. Ну, наконец добрались до Вилюйска. И до реки Вилюй. Берег высокий. Здесь паромная переправа. Тут мы ночуем. Мошки много. Пытаемся как-то приспособить, чтобы было и не душно, и мошка не залетала, но она, похоже... Она сквозь сетку пролазит. Да. И эта сетка вообще по боку. Ну, может, сейчас, подожди, аура создастся такая. Ну, вот, смотри, залетает, да. Ну... И обратно улетела, смотри. Она такая. Сетку забрызгаете? Давай. Сейчас завтра спустимся. Едем к археологам. Там археологи, короче. Нашли керамику времен неолита. Неолит это, ну, позднего неолита в Якутии. Границы которого хронологические рамки 8-5 тысяч лет. Здесь вот, проводим изыскания. Пока ничего нету. Вот, видимо, находка оказалась случайной. Пока непонятно. А как подняли? Сейчас могу показать. То есть вот так вот я мимо прошел, думал, просто камни. 8 тысяч Нет, лет. Как вы это определили, не что камни. оно вот прям... Это Керамика. глина. Ага, ну я имею в виду, что я бы просто ну, не... Представляешь? 8 тысяч лет. Вот. 8? Да. Опять 8 тысяч лет. Следы от шнура. Они, скорее всего, жили тут, а вот эта находка просто. Дошли до переправы через реку Вилюй. Ждем. Вон они
видишь, между островами. Вот так гуляю и вон туда. Вон где вот по Днепру. Ну это Они вот так по кругу ходят. Прошли Верхневилюйск. Проходим паромную переправу. Река Вилюй. Покупались, пока ждали. Вода прохладная, отличная. Ну и в принципе настроение у всех бодрое. Идем хорошо. Там нормально? Понятно. идем, да, нормально. Она прохладнее. Сразу без базара прыгать. Да. Вот, красавелла. Кукарелла, красавелла. Иван поймал матросика. Красиво. Первый улов на реке Марха напротив села Жархан Нербинского Луса. Так, у вас что за Скажи, я себя еще поймал. колебалка? 8-граммовая. Поздравляю. Сейчас все будем догонять. Да? Ваня сегодня у нас отличился уже второй рыбой. Ну, поздравляю, красавчик. Да. 1,7. На ужин у нас сегодня жареная щука, свежепойманная Иваном. Красавчик, добытчик наш. Сейчас поужинаем и будем отдыхать. Немного устали с дороги. Солнце село, закат был такой симпатичный. Вечерняя рыбалка продолжается. Окушок? Не окушок, окунь. Окунь. А? Окунь пошел. Тот же самый, блядь. Тоже, да. Машка нас заела. Проехали город Нюрбу. Подъезжаем к паромной переправе реки Вилюй. Снова. Уже отошел паром. И вот мы успели. Да, возвращается. Вот буквально последние, получается, минуты успели подойти, чтобы сходу погрузиться. Отлично. Успели. Отлично. Сенокос идет полным ходом. Вот на таких маленьких тракторах здесь работают ребята. Молодежь. Датчики показывают достаточно высокую температуру. Тут плохо видно. Но у нас есть прибор. Мы еще дополнительно, потому что датчики не очень точные, контролируем температуру. 118. 108. Поедем так, на всякий случай проверим, как будет лучше охлаждаться.
мешки собранная соль, да? Смотри. Прям соль. Соленая вода по трубам течет. Я немножко не понимаю принцип добычи. Ну, это... Ребята говорят, что это открытый источник залежи соли поверхностный. Как зовут вас? Алексей меня. Очень приятно. Отсюда, от поселка где-то 70 километров дальше. Раньше, в советское время, тоже добывали соль. Там просто ручеек и в Кипендяйку попадает. И там тоже соль. Соленый добывали. ручеек идет. Ну, А так она из-под земли, говорите, да, идет? Ну, Бьет вода да. соленая. А вверху, где вот ручеек попадает и речку, а там с этой стороны пресная вода. И потом И так, и так. уже соленая становится. Весной, когда воды много, соли-то мало, поэтому... И он заходит елец, да? И вы вот тут можете И ловить. лезь, щука, и сорога, окунь. И прям вот в этом месте, да? Нет, просто Чё- по всей речке. По всей. И вот здесь камень циолит, который очень хорошо впитывает запахи, как мне рассказывали. Вот у меня холодильник стух. Мне как раз советовали, вот найди такой камень. Вот мы нашли. И у нас еще есть морозилка, там тоже чуть-чуть пахнет. Вот сейчас положим, протестируем в дороге. И вот тут целая куча этого добра. Загруженные? Только выгружается. Да? Жестко, жарко. Третий паром. Самое, от чего зависит время. Счастливо. Как вас зовут? Николай, Николай, очень приятно было поболтать. Вы мне? с вами приятно было. Ладно, до мирно увидимся. А, вы в Мирный, да, тоже, да? Ага, ну давайте. Поселок Сунтар. По-моему, вот этот тип идет на нас на дорогу. Да, бычара. Ух, бычара. Вы проебались. Наша крайняя паромная переправа. Реально получилось, всю дорогу нам везет, и мы сразу попадаем на паромы. Вот буквально сразу по приезду. Ну, кроме первого, чуть-чуть подождали. Остальные все сходу выгружаемся. О, мошки сколько опять. Мы там чуть не сжарились сейчас в машине. Это просто ужас, там спрятаться некуда. Ой, сейчас я воду вижу, и просто надо сейчас окунуться либо на этой стороне, либо сейчас, если отправляемся на той, хотя бы умыться. Это мошка озверевшая вообще здесь. Такие вот баркасы здесь ходят. Необычные.
Ну а вы, близнецы, кого встречаете? М? Как у вас дела? Хорошо все? Ой, как они жестко вообще напали. Даже я не знаю, как сейчас снимать. Но, как Саня сказал, привыкай. Я говорю, как с этим вообще бороться? Только привыкать. Как к этому привыкнешь, я даже не знаю. Ну, одеться. Тут еще так сложно выехать машинам, вот особенно низким. Чуть-чуть подгребает. Как можно на таких низеньких машинах, конечно, ездить очень тяжело. Наконец купаться. Купаться в речке очень хорошо. И кормить Машку. Кормить башку. Я на самом деле очень не хочу здесь купаться. Это река Крестях. И что-то тут вода прям заметно холоднее, чем ранее. Ладно, я пошел прятаться от Машки. Что-то как-то... Так, мы что, проехали уже 1000 километров, даже 1000 там, сколько у нас? Чуть больше, но вот границу такую 1000 пересекли. И сейчас сообразили, что мы даже толком с вами все не познакомились. Едем так вот все, как-то дорога, путь. Поэтому я хочу вам подробнее представить нашу дружную боевую команду. Начнем вот Седалищев Иван Иннокентьевич, старшей группы, руководитель нашей части экспедиции. Дальше у нас Иван Александрович, как и я, а фамилия у тебя Ильичев, я запомнил, да? Соответственно, он представитель компании собственника Бурлака данной и как один из организаторов экспедиции. В общем, тоже курирует все организационные вопросы, ну и, собственно, помогает так же, как и все остальные. И у нас Александр Серафимович Громов, можно сказать, второй оператор БПЛА дрона. Так что мне гораздо легче, научный сотрудник наш. И еще по совместительству наш врач, да? Все-таки да, так, знаешь, вот. Так что у нас команда надежная, мы уже, в принципе, полноценный экипаж, который может ехать и сам, но все-таки в дальние дикие края лучше на парочке бурлаков и побольше людей, чтобы все было вообще четко. Да. Ну а сейчас мы чуть отдыхаем и едем в путь. И скоро уже, наверное, доедем до квартиры, базируемся и отдыхаем с длинной дороги. И, возможно, на этом мы и закончим первую серию. Путь до почти мирного Орлах, да, называется? Или как там это место? Да, Орлах. Село Орлах. Да, где мы должны забазироваться. До Мирного осталось 20 километров туда, прямо по дороге. Мы сейчас свернули налево. Вот поселок Орлах, откуда Николай. Участник тоже, один из команды экспедиции. Друг Находкина Николая Александровича. Вот. Перегружаемся к Николаю и на квартиру. Все, ничего не забыли. Чувствую, место у нас шикарное. Здесь речка прям рядом с домом. Запах такой свежий. Ну и апартаменты. Куда идем? Ух ты, веранда. Вот. Он там был. Он в натуре знает, у него есть прямо точка медного котла. Это он. Но завтра я не знаю. Приедет человек, который туда пытался доехать, но он не доехал. Слушай, так он пытался, у меня есть тот, кто доехал. Походил там. Кухня шикарная. Ладно. Можешь выйти. И тут на веранду выход? Конечно. О, класс. Спасибо вам, спасибо хозяйке. Как зовут хозяйку? Галина Федоровна. Галина Федоровна. Галина Федоровна. Она не сдает, но как... Спасибо вам большое. Да, Ну да. Ну я сказал, что я приведу тебя к ней, варите обед. Ужин в казане и спать.